В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий ГКНБ задержал одного из организаторов митинга 2 марта 2020 года, экс-депутата Джугурку Кенеша Каныбека Османалиева. Об этом Акипресс сообщили в пресс-службе ГКНБ. Он и другие участники митинга были задержаны и выдворены в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в совершении преступления на покушение на насильственный захват власти. Досудебное производство по делу продолжается. Горожанка поделилась фотографиями площади Алато после митинга. Она пишет, что на центральной площади пусто. Редкие прохожие бегут по делам. Сотрудники Тазалык моют брусчатку из шлангов, а почетный караул на посту, сообщила бишкекчанка. 2 марта на площади Алато прошел митинг сторонников Садыры Джапарова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил войну против коронавируса. Правительственные учреждения переведены в состояние круглосуточной готовности. По его словам, страна находится в критической фазе. Он объявил о выделении $25 миллиардов США на войну против коронавируса. Кризис в Тэгуй, провинции Северный Кюнсан, достиг своего пика, и вся страна вступила в войну против инфекционной болезни, сказал Мун. За прошедшие сутки в стране зафиксированы 600 новых случаев заражения. Общее число зараженных составило 4812. На участие в выборах в Каракульский городской кенеш подали документы 14 политических партий. Как сообщили в территориальной избирательной комиссии, прием документов осуществлялся до 2 марта 2020 года. Мы принимали документы до 00 часов. От каждой партии представлено как минимум 47 депутатов. По предварительным данным, на предстоящих выборах в местные кенеши Каракул может стать рекордсменом по количеству политических партий, заявивших желание участвовать в выборах. В других городах документы подали по 9-11 партий, сообщили в ТИК. После митинга в Бишкеке в органы милиции были доставлены 166 участников митинга, приведшего к массовым беспорядкам. Из них 162 гражданина были отпущены после проведения работ по установлению личностей. Оперативно-следственные мероприятия в отношении нарушителей правопорядка продолжаются, сообщили в МВД. ГУВД Бишкека начало досудебное производство по массовым беспорядкам. В рамках досудебного производства заключены под стражу 4 граждан. В настоящее время назначены экспертизы. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.